Ой, привет, привет. Привет, Я мама. соскучилась. Я тоже. А где Егор? В городе остался. Вы что, поссорились? Нет, просто каждый решил жить своей жизнью. Так, понятно, значит, всерьез поссорились. Но, надеюсь, не из-за женщин. Нет, из-за разногласий в методах ведения бизнеса. Мальчишки, да что у вас, в конце концов, стряслось? Вы столько лет дружите. Мне просто надоело воплощать его идеи. Угу. Пора творить что-то свое. Ну да, пора. Привет. Давай сразу к делу. Я думала, мы совместим приятное с полезным. Вот флешка. Ты должна вставить ее в ноутбук Ани ровно на 2 минуты. Вытащить и вернуть мне. Я так по тебе соскучилась. Слушай, ну что я могу сказать? Ну он симпатичный, ну богатый. Ну я бы уже давным-давно был. Ну, ты же сама понимаешь. Ну смотри, ну это просто, Анька, вариант. Ну что? Тебе нужен мужик, а Мишке отец. Ир. Ну что, Ир? Перестань, пожалуйста. Какой? Ой. Зубы какие. Приехала. Ты мой хороший. Привет. Зря ты с нами не поехал. Давай. А что вы там делаете? Мы отлично время провели, правда? Да, расскажи. Я с дедом в шахматы играл. Да, и кто выиграл? Я. А если честно? Я. Ну, а если честно? Ну ладно, ничья. Мы с Витой такой вкусный обед приготовили. Ой, Ира, привет. Здрасте, тетя Полин. Ага, ты мне так, а я тебе вот так. И вишенка на торте. Виктория Дмитриевна, у нас проблемы. Почему ничего не работает? Легла вся корпоративная сеть. В офисе и филиалах никто не может войти в расшаренные папки. Сервера проверяли? Да, половина не запускается, половина не загружается, все зависает. Скиньте мне логи на почту. Хорошо. Виктория Дмитриевна, что мне делать? Сегодня зарубежные транши, зарплата не выплачивается, не работает ни одна бухгалтерская программа. Может, свяжемся с Сергеем Васильевичем? Ольга Борисовна, только не беспокойтесь, сейчас Сергей Васильевич. Не переживайте, мы все исправим. Вы не представляете, каким милым ребенком в детстве была Анечка. Она была тихая, послушная,
Да, спокойная. А потом, как пошла в школу, ее, ну вот как будто подменили. Ну, честно, она стала вот сорванец и все. Заходи. Ну, наконец-то. Привет. Привет. А у нас гости. Привет, Аня. Здрасте. Миш, не надо поздороваться? Скажи здрасте. Здрасте. А что ты здесь делаешь? Да вот, пришел с мамой познакомиться и с сыном. Привет, Миш. Меня Эдик зовут. Здрасте, Михаил. Очень приятно, Михаил. А ты знаешь, у меня для тебя кое-что есть. Что? Вот, держи. Класс? Не очень. Миша. Так. Скажите, пожалуйста, Михаил, что сейчас реально в тренде? Гироборд какой или же гироскутер. Понял? Будем исправляться. Миш, только не надо выпрашивать подарки, хорошо? Я не выпрашивал. Я ответил на вопрос. Что это ты скрывала от меня, такого замечательного одноклассника? Даже не знаю, мамочка. Как так, да? Такой хороший собеседник. Умный, интересный. Садитесь, сейчас будем чай пить. Куда руки мыть? А не надо, Миш, покушать сначала, нет? Ну, мы сейчас и покушаем. Садитесь, Эдуард. Эдуард, а можно вас на секундочку? Конечно. Извините. Пойдем поговорим. Пойдем. О, а руки вытереть? Я скоро буду. Хорошо. Бабушка, торт. Торт? Кто бы сомневался, торт. Давай договоримся, что ты больше так делать не будешь, хорошо? Ань, просто как-то было неудобно в гости с пустыми руками приходить. А без приглашения тебе было удобно приходить, да? Ань, что-то случилось? Да. Хакерская атака у нас на работе случилась. Кто-то проник в центральную сеть, и теперь вообще все обвалилось. Так. И кто это? Я не знаю, его не нашли еще. Слушай, Ань, так у меня есть знакомый, который решает подобные проблемы. Я скину тебе его контакты. Правда? Ну, конечно. Спасибо. Да не за что. Уважаемые коллеги! На данный момент мы не справляемся с вирусной атакой. На сегодня вы все свободны. Приношу свои извинения. Виктория Дмитриевна, можно вас на минутку? Что, ситуация реально странная. Я не понимаю, если это вирус, почему наш антивирусник не может его ликвидировать? Значит, код не сохраняется на диске, а находится в оперативной памяти всех компьютеров. Так, хорошо. Я тогда попробую почистить весь кэш. Хорошо. Спасибо. Да. Вита. Да. У нас во всех отделах телефоны разрываются. Ничего не работает. Поставщики на ушах стоят, проплата не проходит. Ты меня добить решила? Вита. Мне кажется, надо папе звонить. Мы сами не справляемся, это очевидно. Не мы, а я не справляюсь. Я отвечаю за информационную безопасность холдинга и провтыкала мощнейшую вирусную атаку. И ликвидировать ее не могу, хотя уже все перепробовала. Как я скажу твоему отцу, я не представляю. Хочешь, я ему позвоню? Нет. Я сама. Да послушайте, Ольга Борисовна, забудьте вы про эту зарплату. Ничего, месяц подождут. Я не понимаю, почему вы не отправили немцам транш? И? Так, подождите, что значит утром система не работала? Почему не сказали? Вы что, вы не понимаете, что они на нас в суд подадут? Это я виновата. Перезвоню.
Я велела всем тебя не трогать. Я думала, мы быстро запустим систему. Почему мне ничего не сказала? Ты понимаешь, что ты нас всех подставила? Я виновата. Я не справилась. Вы можете меня уволить. Уволить. Это не наш метод. Идите и разгребайте, Виктория Дмитриевна. Как? Как я... Что значит? Я... Как я? Я понял. Что? У нас все деньги пропали со счета. Пап, тут еще. Что? Поступила такая информация, что к нам налоговая нагрянет. С проверкой. У нас что, есть черная бухгалтерия? Значит, слушай, я сейчас еду в банк, разберу, что происходит. Если вдруг придет налоговая, все отрицай. Еще раз тебе говорю. Налоговая, у нас все в порядке. Так, и еще вот что. Скажи, что это наши конкуренты. Они нас подставили. Ну, прости меня. Зачем ты меня терпишь? От меня одни неприятности. Ну, не говори ерунды, я люблю тебя. У меня ничего не выходит, как у нормальных людей. То спасать меня приходится, то лечить. Из-за меня твой холдинг загибается. Да не загнется. Подумаешь, систему вирусом заразили. Ну, чего, прорвемся. Ты знаешь, мне кажется, это я, система, зараженная вирусами. Проще снести, чем вылечить. Ты куда? В офис. Я должна придумать, как все... Подожди. Привет. Привет. А ты куда? Всю ночь работала, хочу немного поспать. Слушай, мне кажется, я знаю, кто организовал атаку. Кто? Эдик Ставицкий. Он хочет разорить фирму, чтобы мне нечего было делать, и я вышла за него замуж. Ты серьезно?
Че, глупо, да? Немножко. Ладно. Держись. Ты тоже. Здравствуйте. Вы не подскажете? Мне нужен Андрей Гриневич. Егор? Привет. Я так давно тебя не видела. Что ты тут делаешь? Ты работаешь на этого Андрея? Нет, я работаю сам на себя. А Андрей, он мне помогает. Что? Я не понимаю. Вирусная атака – это ты. Я не знаю, зачем ты это сделал, но ты должен все исправить. Если честно, мне плевать на ваш холдинг. Мне главное, чтобы твой любимый отчим сел в тюрьму. За что? За все. За то, что он сделал с нашими родителями и с нами. Ты сам сядешь в тюрьму. Передай своему Сереженьке, что если он заявит на меня в полицию, то очень много его грешков всплывет. Осторожно. Типики мой мальчик. А я вас тут уже заждался. Привет. Здравствуй. Привет, Миш, как тренировка? Здрасте, нормально. А я вот исправляюсь, как и обещал. Держи. Эдик, я ж просила тебя. Идем. Миш, не вздумай его брать, пожалуйста. Миша! Да ладно тебе, Аня. Посмотри, как ему нравится. Пусть хоть разок прокатится. Я сама могу купить своему сыну все, что ему будет нужно. Аня. Мы же с тобой оба прекрасно понимаем. Твой отец сейчас находится в такой яме, что может и не выбраться. Ты в любой момент можешь потерять работу. И вряд ли быстро найдешь новую. А тебе еще кормить ребенка. Выходи за меня. Это сразу решит все проблемы. Что? Все проблемы? Ну да. Знаешь что, Эдик? Мы, наверное, как-то сами справимся. Миша! А ну-ка давай скутер отдадим дяде Эдику и пойдем домой. Быстренько. Мам, ну мне он нравится. Ну, мало ли, что тебе нравится. Спасибо. А ты марш домой. Давай. У него фирма по разработке программного обеспечения. Оформлена на подставное лицо. Мощные компьютеры, серверные станции. И он сам подтвердил, что это его рук дело. Он хочет тебя уничтожить.
Что ты собираешься с ним сделать? А что я могу с ним сделать? Или ты считаешь, что я монстр, убиваю людей налево-направо? Нет. Все будет в рамках закона. Спасибо. Ну что, какие новости? Что-то выяснила? Вид? Это Егор. Я его видела. Открыла IT-фирму. Разведала, что да как. И осуществила атаку на наш холдинг. Подожди, ну как это возможно? На это же нужны колоссальные ресурсы. Смог. Мозги у него всегда неплохо работали. Использовал бы в мирных целях, цены бы ему не было. Да. А что теперь? Он сказал, что не остановится, пока не посадит твоего отца. Слушай, Вита, а где он сейчас? Я хочу с ним поговорить. Ань. Аня, это бесполезно. Он свихнулся на идее, что твой отец убил наших родителей. Вит, но у нас сын. Держи. В общем, зря я тогда тему не закрыл. Понимаешь, к чему я? Конечно. Юлька. Не Юлька, а Юля. И уже не ваша секретарша, моя жена, понятно? Ты чё тут? Соскучился. Идем домой. Тихо, 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 все хорошо. Тихо, все. Ты его в свои грязные дела не вмешивай, понятно? Оставь нас в покое. Юленька, Юль. какие грязные дела? У меня водитель заболел, несколько дней покатает по стране, хорошо заплачу. Засунь, знаешь, свои грязные деньги куда? Пойдем. Подожди. С Егором разбирайтесь сами. Я рисковать не буду, ясно? А сынишку-то как зовут? Не твое дело, иди отсюда. Мне терять нечего. Решай. Антон. Я вернусь, все будет хорошо. Да? Я ненадолго, все. Антон. Хорошо, все. Пашка, бокс. Ух ты, молодец. Ну, Не ходи, Антон. Не ходи, Антон!
Я думал, он сам придет. Он тебя прислал. Мне нужно тебе кое-что сказать. На жалость пришла давить? Нет. Я в курсе, как ты ненавидишь моего отца. Заслуженно это или нет, я не знаю. А ты вообще понимаешь, что это не только по нему бьет, но и по нам. С Витой. То есть вы до сих пор считаете, что я придурок, наркоман, да? Что я вот это вот все делаю просто так, потому что мне захотелось, я правильно понимаю? Если бы я так считала, я бы сюда не пришла. Егор, у меня от тебя… Одни проблемы. Я ждала тебя. А я тебя нет. И да, передай своему папочке, что вот это все только цветочки. Дальше будут чудеса. Это все? Да. Дорогие мои девочки, я принял тяжелое решение, но у нас другого выхода нет. Я выставляю на продажу контрольный пакет акций нашей компании. Я вам это говорю, потому что вы единственные мои наследницы. Без вашего согласия не могу пойти на это. Папа, наши акции за последнее время слишком упали в цене. Нам придется их продать, иначе мы не выплывем. Хорошо. Ты что думаешь? Если бы я была умнее и предусмотрительней… Вита. Надо, значит, надо. А сейчас бизнес-новости. Крупный агропромышленный холдинг M-Trade, который серьезно лихорадит последние недели, выставил на продажу контрольный пакет акций. Аналитики сомневаются, что на эти акции, пусть по низкой цене, найдется покупатель, поскольку существование самого холдинга сейчас под вопросом. Однако владелец холдинга Сергей Мамаев настроен оптимистично. Привет. Привет. Что отмечаем? Я свободна. Ты развелась? Я тебя поздравляю. Все, мы можем искать новую кандидатуру. Че ты издеваешься, а? Ты как? Мне сегодня предложение сделали. Кто?
Эдик. И? Я согласилась. А что с лицом-то у тебя? И что? Слушай. Что? Давай вставай. Вставай. Пойдем. Куда пойдем? Отмечать в магазин за шампусиком. А ты чё в тапках-то вышла? Я не могу понять. Ой, ладно, пойдем. Ира, это неисправимо. Куда ты пошла? Нам туда надо. Пойдем туда. Нет, бать, ну я не возьму. Что не возьму? Ты слушай, что я тебе говорю. Послушай, я уже все купила. И билеты, и путевку, все уже оплачено. А на дорогу? Вот как раз. Что на дорогу? Тебе важнее. Потому что ты же на машине. Танька, ну вот, наш именинник. Ребят, спасибо вам большое. Но я не очень хотел праздновать. Ну, знаешь что, ты не хочешь, а мы тогда будем. Здрасте, пожалуйста, не хотел. Что с настроением? А ну-ка быстро за стол. Так, все, давай я сам. Сам так сам. Ой, хорошо. Наливочка у нас вишневая. Компот. О. Шутка. Сливовая, 5 лет выдержки. Ой, кто это? Егор. Да, Егор, привет. Я не знаю, почему ты ему не можешь дозвониться. Поздравить хотел. Ты знаешь, он вышел куда-то, да. Угу. Передайте ему, пожалуйста, мои поздравления. А то подумай, что я забыл. Конечно, передам. Да, пока. Дрюнь, что такое? Лучший друг звонит, а ты выпендришься. Не, ну правда, Андрей. Андрей! А что я сказал? Да ничего, бать. Андрюх, ты где? Егор просил передать, что у него все получилось. Я очень рад за него. Еще он сказал, что это ваша общая победа. Я так не думаю. Слушай, так и будешь всю жизнь голову прятать в песок, избегать при первых же трудностях, а? Ну, как тогда с моей тренировки, помнишь, когда тебе носы расквасили? Вот такой уж я. Трус и неудачник. Прости, мама, что разочаровал. Тебе же нужен такой сын, как Егор. Смелый, настойчивый. Пацан сказал, пацан сделал. Нос расквасили, утерся, пошел дальше. А я не такой, мама. Мне не нужен другой. Дурак ты. Да пойми ты, я просто всегда радовалась, что у тебя есть друг. Просто, понимаешь, хороший, настоящий друг. Я никогда тебя не считала неудачником, трусом. Прости, но ты сам себя таковым считаешь. Может, с этим что-то надо делать? Андрюх? А может, пора уже за стол сесть, в конце концов? Дрюнь, ну елки-палки, ну стынет же все. Пойдемте, тут сижу как дурак, котов отгоняю. Я люблю тебя.
Алло. Да не мне ничего. Нет здесь никого. Бумажки какие-то. Подождите. Платежечка. Я знаю, где он живет. И что такого срочного? Присядь. Аня выходит замуж за Савицкого. Это все? Этого что, мало? Ира, я тебе говорил. Аня меня не интересует. Замечательно. Нам ничего не мешает быть вместе. Ира. Спасибо тебе. Это все? Прости меня. Эй! 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 Привет. Здорово. У меня для тебя плохая новость. Егор Котляр напился виски. Решил принять ванную. Поскользнулся, ударился головой и утонул. Выражаем соболезнования всем родным и близким. Ну чё, не чокаясь, да? Давай. О, отлично, давай. О. Акции Мамаева достались Вите по наследству, да? Молодец. А нифига. Я написал завещание. Ты поставил не на ту лошадь. Слышь ты, ковбой. Ну, не Витя, так Аня. Какая разница? Деньги все равно вернутся в семью. А при чем тут Аня? Так у нее твой сын, Мишка.
Ты не знал, да? Давай. Тихо, тихо. Что ты вернешься. Это место спасибо. Я тебе жизнь спас. Да ладно. Рад, что ты приехал. Представляешь, подумал, что ты без меня тут во что-то вляпаешься. Правильно подумал. Полицию. Надо вызывать полицию. Подожди. На, свяжи его. А ты куда? Ты куда? Нужно съездить к Ане. Сейчас? А что мне с ним делать? Спрашивай. Здесь неплохо. Да. Смотри, какой. Ух ты, какой зал большой, светлый. Смотри. Мне здесь нравится. Самолет летит. Да, мне тоже нравится. Ты. Но Аня сказала, что она не хочет пышную свадьбу. Да, так что мы просто распишемся и посидим в каком-нибудь кафе. Ясно. Давай лучше мультики включим. А можно у Сергея Васильевича? О, кстати, это хорошая идея. Ань, а как насчет того, чтобы отметить у Сергея Васильевича? Я не знаю, это, наверное, у папы надо спрашивать, да? А ты типа мой папа? Миша, не ты, а вы. Ань, ну и будет же он папу на «вы» называть. Можно дядя Эдик или просто Эдик. Бери песел. А где вы будете жить? Ну, у меня, конечно, не пентхаус, но места всем хватит. Ты кого-то ждешь? Нет. Но я посмотрю, кто там. Цок хотя бы так. А что ты здесь делаешь? Это правда, что Миша мой сын? Ты пьяный, что ли? Я не могу понять. Просто ответ да или нет. Ань, ты его приглашала? Ну тогда до свидания. Это правда мой сын? Это мой сын. Бабуль, это правда, что Эдик мой отец? А это что было сейчас? После свадьбы я собираюсь усыновить Мишу. Да? Да.
Так что я не вижу, в чем проблема. А он что, реально от него? А если да, это меняет что-то? Для меня нет. Только если он не будет лезть в нашу жизнь. Я поняла. Идем? Наконец-то. Да. Ага. Окей. Эй! Нормально? Пока. Ань. Да. Ты не волнуйся. Я придумал, как тебя от него защитить. Хорошо? Да, хорошо. Пока. Кто ко мне пришел? Что там у тебя? Я дарю. Это мне? Да. Спасибо. Мама, кто тот дядя, который приходил? А ты бабушке помог уже посуду помыть? Нет. А что нет? Ты, может, пойдешь поможешь? Да нет. Ну, пожалуйста. Ну ладно. Алло. Алло. Ирочка, дорогая моя, скажи мне, пожалуйста, на днях с Егором не встречалась ты случайно? Нет, а что? Да ничего. Вот представляешь, про Мишу ему рассказала кто-то. Ну, точно не я, клянусь, чем хочешь. Да? Я поняла. Ладно, хорошо, извини. Давай. Папа. Алло. Пап, привет. Скажи мне, пожалуйста, ты случайно на днях Егора не видел? Как Егора? А что он? Где? Он приходил ко мне, про Мишу расспрашивал. Вот скажи мне, пожалуйста, откуда он может знать? Он в городе? А что он от тебя хотел? Ничего, он просто постоянно меня расспрашивал про Мишу. Он вам ничего не сделал? Папа, спроси у Виты, пожалуйста, может, она с ним виделась? Спрошу. Вот этот вот. Ребят, помогите, спасите его, убивают. Отойдите от пострадавшего. Да какой он пострадавший? Вы все неправильно поняли. Это он хотел нас убить. Да кого вы слушаете? А вы на меня посмотрите. Они заманили меня непонятно для чего и избили до полусмерти. Ты че несешь, мразь? Руки вверх! Лицом к стене! Живо! Пакуем всех троих. Спасибо, пацаны.
Развяжите меня, пожалуйста. К вам адвокат. Здравствуйте, Антон. Здрасте. Сергей Васильевич просил вам передать, что мы вас обязательно вытащим, если вы будете правильно себя вести. Что вы успели рассказать следователю? Что эти двое сами на меня напали. Прекрасно. Но Сергей Васильевич попросил с вами отшлифовать некоторые детали. Хорошо. Мне предложили работу, вот я и приехал. Какую именно? Телохранителем. Я когда-то этим занимался. Да, и утверждаю, что в гибели моих родителей виноват гражданин Мамаев. Шлепак, скорее всего, исполнитель. А у вас есть хоть какие-нибудь доказательства того, что гражданин Антон Шлепак уже пытался вас убить? Это было на даче у моей подруги, она как раз уехала в город. У меня остался шрам от выстрела. А кто пулю доставал? Не было пули, дырка сквозная была. Дед зашивал. Ветеринар. Позвоните деду, он подтвердит каждое мое слово. Вы же не глупый человек. Должны понимать, что шрам на теле могла оставить любая другая травма. Например, если бы вы проткнули плечо металлическим прутом. Вы знали, что ваш наниматель Егор Котляр? Вы ведь были с ним знакомы? Да, был. Ну, я позвонил по объявлению. На встречу пригласил, этот, второй. Когда пришел в квартиру, понял. Ловушка. А зачем же они заманили вас, как вы выражаетесь, ловушку? Не знаю. Но доказательств у вас опять нет. А вы поднимите дело о гибели моих родителей. И вы поймете, что это не несчастный случай. Да этот Егор, он вообще сдвинутый. Он думает, что Мамаев убил его родителей. А меня ненавидит, за компанию. Я просто в это время работал у Мамаева водителем. Почему вы сразу не отвезли его в больницу? Потому что Егор боялся, что его найдут убийцы. Все? Отпустите Андрея. Он ни в чем не виноват. Это я бил Шлепака. Я. Ну вот. Доброе утро. Доброе утро. Кофе будешь? Нет, спасибо. Как спала? Да никак я не спала. И я тоже. Не нравится мне этот Егор. Как-то не по себе мне. А вдруг он хочет Мишку нашего отобрать? А от чего это он должен его отбирать? Ну, каким-то образом он же Сережу чуть не разорил. Мам, ну что за бред ты говоришь? А почему бред? Может, ему Мишка нужен для того, чтобы, Сережу побольнее ударить, понимаешь?
Так, ладно, мам, я пошла. О, а ты куда собралась-то? Дело одно есть. Хорошего дня. И тебе тоже. Ну что, гражданин Котляр, пока все обстоятельства дела против вас. Шлепак получил серьезные травмы. Вам и вашему другу грозит до 3 лет лишения свободы. А какие, по-вашему, у меня мотивы избивать Шлепака? Я не знаю. Какие мотивы Мамаева убивать ваших родителей? Я пересмотрел материалы дела, и пока все это голословное обвинение. У меня есть право на телефонный звонок. Я хочу им воспользоваться. Через нолик. Алло. Егор? Почему ты не сказала, что Миша мой сын? Что? Почему ты не сказала, что у меня есть сын? Слышишь? А где ты был? Ты знаешь, какой он ценой мне достался? Я полбеременности пролежала на сохранении. Мне несколько раз было так плохо, что мы не знали вообще, выживет он или нет. Куда ты исчез, когда ты мне был так нужен? Я не знал. Но теперь ты знаешь. А чего ты мне в глаза не смотришь? Тебе кто сказал про него вообще? Антон. Водитель твоего отца. Чего? Он пришел меня убивать, имитируя очередной несчастный случай. И сказал, что после моей смерти акции достанутся тебе, потому что у тебя мой сын. Какие акции? Ты что несешь вообще? Я купил контрольный пакет акций вашего холдинга. Хватит! Хватит врать! Да я не вру! Я никогда тебе не врал!
Да потому что Егор сам меня вызвал. Он и его друг арестованы. И Антон тоже. Пока что это квалифицирует как просто пьяную драку. Но Егор говорит, Да мало ли, что он говорит. Ты веришь ему после всего того, что он сделал? Антона я много лет не видел, и вообще мы с ним не общаемся. А откуда он тогда знает про Мишу? И почему Егор говорит, что он хотел их убить? Я не знаю! Может, он мстит? Как и Егор. Папа. Да, алло, здравствуйте. Пап. Мне надо поговорить. А ты мне не ответил на вопрос. Пап. Мне надо поговорить. Мне надо поговорить. Вениамин, здравствуйте. Да. Ваша честь, гражданин Шлипак не предоставил никаких доказательств того, что мои подзащитные действительно заманивали его в квартиру. Скажите, пожалуйста, где ваш телефон, по которому вам якобы звонил Гриневич и предлагал работу? Так они его забрали и, наверное, куда-то выбросили. Ваша честь, в квартире Котляра и на всей прилегающей к дому территории были проведены разыскные мероприятия, но телефон не был обнаружен. Как вы это объясните? Ваша честь, у нас есть показания охранника, который утверждает, что в тот день он уезжал, вернулся пьяный. В котором часу это было? Около 4. И после этого там началось смертоубийство. Гражданин Котляр, так куда вы и зачем ездили? Ваша честь, это к делу не имеет никакого отношения. Ошибаетесь. Это как раз опровергает вашу версию о том, что мой подзащитный проник в его квартиру, напал на него и пытался утопить. Ваш сообщник удерживал его в квартире, пока вы не приехали. А когда вы приехали, вы вдвоем стали его избивать. Гражданин Шлипак Антон Юрьевич, 1976 года рождения, освобождается на время следствия под подписку о невыезде с места постоянного проживания. В отношении гражданина Котляра Егора Дмитриевича, 1994 года рождения, и Гриневича Андрея Анатольевича, 1993 года рождения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Здравствуйте, Егор Дмитриевич. А у меня к вам предложение, очень выгодное. Вы отдаете Сергею Васильевичу акции его холдинга, которые купили на украденные вами деньги. То есть остаетесь при своих. В обмен на это Антон Шлипак отзывает гражданский иск против вас и вашего друга. Передайте, пожалуйста, Сергею Васильевичу. Пошел он. Это очень неразумно, Егор Дмитриевич. Вам светит срок в не самых приятных условиях. Если вас это не пугает, подумайте о вашем друге. А? Пап. Ну, я не знаю. Ну, надо еще его как-то припугнуть.
радикально. Не волнуйтесь. Все будет в полном порядке. Правда, для этого потребуются кое-какие средства. Ну, конечно. Положитесь на меня. Всего доброго. Езжай домой и сиди дома, не высовывайся. В смысле? А деньги? Какие деньги? Ты провалил операцию. Если бы ты завалил Егора, я получил бы свои акции. И у тебя были бы нормальные деньги, а так вини только себя. Папа. То, что говорил Егор, это правда? Анечка. Аня. Аня! Аня! Стоять! Ты чего? Ой. Ничего. Он тебе ничего не сделает, Данечка, не бойся. Антон. Значит так, послушай меня. Мне нужна машина и деньги. Аня пока поживет у меня. Когда все разрулишь, получишь дочь обратно. Понятно? Хорошо. Хорошо. Мы во всем договоримся. Аня, правда? Аня? Да. Антон? Опусти пистолет. Мы же с тобой. Как братья. Я его так просила. Я его так просила, он меня не послушал. А ты его боялся, ненавидел и боялся. Потому что он дьявол. И куда ты теперь поедешь? В нашу старую квартиру. Ты знаешь, я должна была сказать тебе, что Егор жив, что он приезжал ко мне. Я должна была
ему поверить, а не предлагать лечь в наркологическую клинику, чтобы лечиться. Зачем ты все это сжигаешь? Потому что я спала с убийцей собственных родителей. Ань, привет. Я только что был у вас в офисе. Сказали, ты уволилась. Отца арестовали. Это что, правда? Да. Вот черт. И что ему предъявляют? Финансовые махинации? Или неуплата налогов? Убийство. Что? Ну, это полный бред. Ладно, ты не волнуйся, я найму хороших адвокатов. Мы обязательно его вытащим. Не надо. В смысле? Он действительно убил человека. Ему не нужна уже ничья помощь. Ань. Ань. Я не выйду за тебя замуж. Почему? Это из-за отца? Или из-за котляра? Я не люблю тебя. Прости меня, пожалуйста. Эй, и ты меня прости. За что? За то, что не смог тебя защитить. Но мы правда думали выведать всю секретную информацию о Мамаева через тебя. Просто потом один молодой человек на тебя запал. Егор. И чуть все не испортил. Вита, я... Не нужно. Ты спас моего брата, а это главное. Я вас подвезу. Хорошо. Егор. Егор. Итак, вы утверждаете, что Антон Шлепак шантажировал вас и вымогал деньги. Послушайте, он хотел убить мою дочь. Что я должен был делать? Это самозащита. Ваша дочь утверждает, что вы были в сговоре с убитым. Да. Анечка очень внушаема. Антон этим воспользовался, настраивал всех против меня. К сожалению, это слишком поздно понял. Поняли что? Вы понимаете, что 10 лет рядом со мной жил опасный маньяк? Дьявол. Может быть, вы никуда не поедете? Мы с тобой уже все обсудили. Нам нельзя здесь оставаться. Скоро весь город узнает, что этот Мамаев преступник и убийца. Мишенька, а закинь, пожалуйста, сумочку на заднее сиденье.
Ладно, я. Но Миша этой грязь коснуться не должна. Может, это какая-то чудовищная ошибка. Мама, ну какая ошибка? Он подонок. Мамочка, я тебя очень прошу, ты должна, понимаешь, должна начать новую жизнь. Я тебя очень прошу, пожалуйста, ну будь ты наконец-то счастливой и свободной. Мне это очень нужно. Хорошо. Обещаешь? Обещаю. Точно, точно? Точно, точно. Миш! Иди с бабушкой попрощайся. Ну что, дружок, ты мне звони, хорошо? Хорошо. Пока, Женя. Ну все, остаешься за старшего. Будьте осторожны. Я надеюсь, мы скоро приедем. Да. Двери закрывай. Я дома. Ты как? Давай не будем об этом. Давай про тебя и Аню. А что обо мне и Ане? Аня меня ненавидит. Егор, ты дурак? Она жизнью ради тебя рисковала, а ты говоришь, ненавидит. Аня любит тебя. И все это время она ждала тебя и верила, что ты вернешься. Поэтому тебе нужно подождать немного. А ей нужно это пережить. Подержи-ка. Конечно. Тебе идет. Да. Большой у нас папка был. Да. Давай. Помнишь? Егор, пару слов для прессы. Мамаев, организовавший убийство ваших родителей, получил 12 лет тюрьмы. Вы довольны приговором? Или вы считаете приговор недостаточно жестким? Прокомментируйте, пожалуйста. На апелляцию подавать будете? Что вы сейчас чувствуете? Ребята, пожалуйста, оставьте человека в покое. Ты как? Нормально. Слушай, давно тебе хотел сказать. Мы с Витой начали встречаться. Угу. Да что с тобой такое?
треть жизни на него потратил. А сына потерял. И Аню. И что, следов никаких? Егор, если не получается действовать стандартными методами, надо действовать нестандартными. Ты же у нас креатор. Есть идея? Есть одна. Заводи. Мам, смотри, там тебя показывают.